Друзья, сегодня я хочу вас познакомить с интересным кулинарным каналом Милана Кукинг. Милана из Чечни. У нее на канале вы найдете много интересных рецептов, тортов, пирожных, булочек. Также у нее на канале вы увидите рецепты всевозможных салатов, первых блюд, вторых блюд, легких в исполнении. У Миланы на канале есть обзор красивой посуды. Друзья, канал без лишних слов, очень непринужденный, понятный. Я тоже взяла себе в копилку много рецептов. Зайдите к ней. Если понравится, подпишитесь, скажите, что от меня. Ссылку на канал я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Также, друзья, кто живет в Чечне, Милана выполняет заказы на всевозможную выпечку. Друзья, доброе утро, Эрдик Хелшин, с вами снова Лейла. Видите, я вчера говорила, что у нас вроде бы намечаются дожди. В интернете было, что подряд несколько дней будут дожди, но видите, даже мокрый снег у нас сегодня с утра. Встала сегодня пораньше. Ну, встаю-то я в одно и то же время, только я не выхожу. И иногда снова ложусь, неохота бывает после утреннего намаза. Но сегодня не ложилась и решила сегодня, чтобы Ибрагим обычно уходит, не завтракает. И он у меня так сильно, конечно, подхудел. Буду что-то ему готовить с утра, скорее всего, пиццу, потому что вчера у меня в морозилке делала такой небольшой порядочек у себя в холодильнике, когда переставляла, ну, на кухне. Нашла тесто для этого, ну, для пирогов, для хлеба, хоть какое, ну, как раз и для пиццы. Дрожжевое тесто. И поставила разморозить. И сразу же заодно там же нашла и индейку жареную, которую еще со свадьбы мне дали. Так что это я специально со вчерашнего дня разморозила. Ну, поставила на разморозку. Сейчас пойдем посмотрим, что там да как. Управлюсь с птицей, с хозяйством, с коровой. И буду делать пиццу, чтобы успеть до того, как он уйдет на работу. Вот так вот, друзья, вот такая у нас погода. Какая у вас погода? Как у вас дела? Все ли вы здоровы? Что-то в последнем ролике мне мало пишут, мало смотрят. Я надеюсь, у вас все хорошо. Друзья, ну вот справилась я своим хозяйством. Накопила уже молоко, не знаю, видно вам или нет, поставила греть его. А тем временем, пока у меня там греется молоко, я быстренько все-таки сварганю эту птицу. Тесто разморозилось у меня, индейка тоже, по-моему, да. Видите, вот такой вот кусок индейки. Помидоры я занесла с морозилки, натерла на терке сыр, пока не включила камеру. Так, давно не делала пиццу. Сейчас смажу форму. Вот эта вот форма от Тефаль, друзья, она очень хорошая. У меня есть еще одна форма, вон она, сейчас принесу. Она у меня все-таки немножко подзаржавела. Обычно я, конечно, смазывала эту форму растительным маслом, но последний раз там Танзила что-то делала и не протерла ее. Если смазать растительным маслом перед тем, как убрать, то она бы не заржавела. Вроде бы и натерла, но не проходят эти пятна. Делать нечего. Вот видите, качество все-таки, с качеством не поспоришь. Эта форма намного лучше. Тефалевская. Так, ну посмотрим, сколько тут у меня из теста получится. Теста немного, но дело в том, что я не люблю толстые пиццы, если честно. Вообще, я как-то в Владикавказе когда-то еще давно, года 3-4 тому назад, наверное, ела пиццу. Она была настолько тонкой и настолько хрустящей, прям вот, я не знаю, я такую тонкую пиццу нигде больше и не ела. Все-таки выручает, что лежит в холодильном морозильнике. Нет, да выручает. Вот увидела вчера тесто и вспомнила, что можно же сделать пиццу. 2 штуки я сделаю, как раз будет. Одну поменьше, одну побольше. Формы разные. Так.
эти рукава. Но их, видимо, я их вынесла, когда... Я еще не занесла, представляете, еще не занесла посуду. Вчера все-таки было уже поздновато, когда я манты лепила. Так, хотела скорее лечь, а сегодня, как видите, с утра вот такие вот у меня дела. Сейчас молоко просепарирую и потом занесу всю свою посуду. Как раз и на улице сегодня еще делать нельзя, идет легкий снежок. Видите, все-таки я собиралась не сегодня, а завтра подбелить деревья, да, опрыскивать их. Но все вышли, свои коррективы вносят. Ну ничего, не будем спешить. Все надо делать по погоде. Раньше в это время мы уже давным-давно сажали картошку, если честно. И особенно дома, кто, ну, частники на полях, правда, чуть-чуть попозже бывало. Ну а часть я сама даже вот сажала в начале марта, и 4 и 5 марта сажала картошку, раннюю белую картошку. И она уже у меня в июне, у меня уже была свежая картошка. Так, ну, много ингредиентов у меня нет, просто одна индеечка, сыр и кетчуп, и все, у меня даже майонеза нет. Пицца же, и на то пицца, что делается из того, что было. Не знаю, может быть, соленый огурчик положить, но я как-то никогда и не делала, и не ела. Посоветуйте, друзья, вы делали с соленым огурцом, вкусно или нет, чтобы я в следующий раз делала с огурцом. Сделаем с кетчупом. Занесла. Мы эти 3-4 дня не знаем, где что лежит, где что стоит. Сегодня надо точно все по местам расставить, чтобы не было этой неразберихи в доме. Не зря мужчины не любят ремонт, правда же? По-моему, все мужчины, все мужья не любят, когда делают, ну, все мужчины по-любому, мальчики не любят в доме ремонт. А раньше, когда была стирка, вот помните, наверное, люди, которые моего возраста, мы же обычно стирку как делали? В воскресенье, в субботу, по выходным. Все это белье копилось, стиральные машины, воду выливать, заливать. У кого не было там такой вот канализации, не грели воду, воду греть в баках. Особенно вот нас уже, сельских жителей, это ж так происходило. И целый день в этой воде, в этой стирке. И стирку тоже не любили наши мужчины. Потому что целый день бывало не до них. Практически не готовили, так все время стиркой занимались. Особенно, когда вот накапливалось постельное белье. Его же надо было сначала постирать, потом прокипятить, потом еще раз постирать, потом прополоскать несколько раз, потом прополоскать синькой, потом надо было еще и крахмалить. И представляете, сколько времени уходило на стирку? Хотя сейчас в наше время все делают стиральные машины, но у нас все равно нет времени. Не знаю, почему раньше все успевали. Я всегда задаюсь этим вопросом. Даже для себя. Я сама раньше намного чего больше успевала. А сейчас смотрю, раз в день уже прошел, а не получается сделать то, что наметила. Я иногда, когда ложусь или когда встаю, думаю, ну вот это я буду сегодня делать. А потом день проходит, думаю, я и 4-ю часть этого не сделала. А раньше бы, да, я бы это все сделала, конечно. Видимо, так. Возраст. Так, видите, эта индейка еще со свадьбы. Я же говорила вам, что мы еду так всем пораздавали, и мы между собой поделили. Вот это моя часть еды, которую я привезла домой. Всего же не съешь сразу. А я специально
заморозила и жареную курочку, и жареную индейку, чтобы потом делать пиццу. Потому что бывает очень вкусно. Запах такой от индейки вкусный. А моя индейка еще лежит. Ничего не делала из свежей индейки. И, скорее всего, знаете, я потом подумала, скоро же у нас будет уроза. Наверное, буду готовить ее на ифтар. Так что пригодится и та индейка. И сегодня хочу заложить еще яйцо в инкубатор. Я поднакопила гусиное яйцо, друзья. Сейчас уже можно, потому что гусиное яйцо лежит 30 дней. И мне кажется, еще за месяц, конечно, у нас температура воздуха уже будет гораздо теплее. И уже не будет так хлопотно с гусями, как сейчас мне с моими. И хоть и 9 штук только, но 9 этих и 4 утят с водоплавающей хлопотно. Хотела бройлеров купить, но вот что-то для бройлеров тоже нужно отдельное помещение. И у нас невыгодно разводить бройлеров для продажи, потому что для этого, как мне когда-то объясняли, не знаю, как это сейчас, нужно иметь много птицы, чтобы видна была прибыль. А там от 50, от 100 практически не видно прибыли, потому что корм дорогой, цыпленок дорогой, и там копейки только. Потому что у нас куры в Ингушетии, как везде, по килограммам не продают, а продают штучно. До сих пор еще вот у меня рядом бойня, у них были по 270, по 280 потолок куры. Но уже вот недели 2-3, как у них они по 350. И то это тушка, 2 с лишним килограмма тушка. А вот в других местах, в других регионах я вот вижу, и сноха моя говорит, что в Москве тоже вот, цена на куриное мясо идет полкилограмма по весу. Вот если бы по весу у нас брали, да, я бы немножко штук 100-150 бройлеров бы взяла. Так, представляете, я духовку не включила. Сейчас включу духовку. Забыла включить духовку. Так. Нужно еще успеть, чтобы до работы Ибрагим пойдет. Первый раз в этом году замораживала помидоры. Никогда этого не делала раньше. Оказывается, удобно. Я раньше зимой не делала пиццу в основном, потому что покупать помидоры бывало немножко накладно. А сейчас благодать, замороженные помидоры, ягоды. Все так хорошо. Раньше этого же у нас не было никогда. Морозилок таких больших не было в холодильнике. Таких больших холодильников тоже не было раньше. Ну, в мои времена. Так что так, не очень-то буду усердствовать с помидорами. Если честно, я не люблю много помидор. Так. И теперь ложим сыр. Сыр моцарелла. Еще когда-то я покупала, думала, сделаю, но никак руки не доходили. Вообще, наверное, я замешу себе тесто. Раз у меня еще есть сыр, но, наверное, на 2 пиццы еще есть. И заморожу, наверное, пиццы, чтобы потом как-то, вот когда начнутся у меня работы в огороде или еще как-то, чтобы раз поставил в духовку утром. Или, ну, когда нужно, в любое время. И хорошо. Вот, друзья, такая красота. Идет в духовочку. Так, молоко еще холодное. Ну, соберу вторую, пока будет печься. Так, друзья, и пицца моя почти готова. За то время, что у меня я поставила в духовку пиццу, из-за того, что все-таки духовка была не разогрета, она поставила у меня чуть подольше, я собрала сепаратор, молоко тоже почти подогрелось. И мне нужно отправить заказ
Я думала, я снимаю, как их накладываю в кулечки, но оказывается, камера у меня выключилась. Но это не принципиально, ничего нового в этом нет. Вот у меня заказ, 4 пакета таких мант, которые сейчас поедут в Осетию. Представляете? Как будто бы там никто не делает мант. Ну, это постоянная клиентка моей дочери, как она говорит, мант она ни у кого не берет. Ну, у каждого человека свои заморочки. Так, все, такси мы вызвали. Я их продам все равно. Так, ну все. Теперь подожду здесь. Сейчас будем вытаскивать пиццу. Вот какая красота. Пицца, музыка. Вторую я тоже, видите, подготовила. Сейчас поставлю в духовку. Должна быть зелень. Зелень. Так, друзья, ну и вот, нарезала я пиццу, посыпала зеленью, видите, она очень аппетитная, с корочкой, хрустящая, как мне нравится. Вот так вот. Все, сейчас быстро позову сына своего Ибрагима, он быстро позавтракает и уйдет, а мы потом потихонечку, спокойненько поедим. Готовьте, друзья, пиццу. Вот, друзья. Сыновей проводила на работу, ну, вернее, проводила одного сына на работу, остальные так разошлись. Мы поели пиццу, все наелись, если честно. Но и брашки в дорогу не осталось. Так, стою за кадром, потому что так лучше слышно, у меня работает сепаратор, как видите. Ну вот, друзья, первое сепарирование молока в этом году у меня начинается. И будем надеяться, что у нас все будет хорошо. Что корова моя будет здорова, что молока будет давать нормально. Ну и все остальное, что у нас будет очень-очень даже хорошо. У всех у нас, друзья. Все, как говорится, с первым почином. Когда был Ибрагим у меня маленький, он всегда говорил: мама, почему там больше, а тут меньше течет? Ну все, не буду вас занимать, потому что шумно. Это вы, наверное, все видели. Просепарирую сейчас молоко и займусь потом уже кухней. Буду заносить все свою посуду, мыть. Показывать вам не буду. Так, друзья, с пиццей, с сепаратором, с посудой совсем я справилась. А сейчас иду в ветаптеку. У нас тут в селе. У меня у коровы одна дойка очень сильно потрескалась. Видимо, потому что было холодно, хотя я ее и насухо вытирала, но тем не менее. И она сильно легается у меня, когда я даю ее. Ну, видимо, ей больно. И поэтому хочу взять крем такой для доек. По-моему, то ли буренка, то ли зоська. Но они разных названий называются. Пойду и куплю этот крем для них. Для доек. Ну и в магазинчик мне надо заскочить, купить кое-что. Закончились крупы у меня разные. И хлебушек возьму. Мальчика уже нет дома. Посылать некого. Так что иду сама. Так, написали мне, что некоторые пишут, что очки идут, некоторые пишут, что очки не идут. Но пока, не знаю, на днях, может быть, съезжу. Поищу то, что мне подойдет. Мне самой лично не нравится, но делать нечего. Потому что у меня один глаз вообще уже недельку с лишним
Может, даже придется к офтальмологу сходить. Как будто бы у меня соринка в глазе, друзья, я не знаю. Вчера купила тетрациклиновую мазь. Успела 2 раза ее помазать, но все равно вот что-то глазу мешает. Так, ладно, не будем о грустном. Сейчас переключу вас и покажу немножечко с другие улицы. По другой улице буду идти и покажу вам. Когда-то я показывала. Это у нас медресе. Тут учатся дети. Так, ну а я пойду. Эту улицу я уже показывала, пойду по той улице. Я очень редко хожу в магазин. Вы об этом, наверное, уже и сами догадались. И очень редко выхожу. Практически меня соседи и не видят. Не знаю, вот такая я вот домоседка. Причем по жизни. Я люблю, когда приходят ко мне в гости, но почему-то не люблю ходить сама куда-то. Это вот прямо с детства. Так, и вот, друзья, видите, вы мне говорили, почему нет деревьев. Видите, березки посадили мои соседи. Ну, они уже, получается, не мои соседи, а односельчане, потому что живут тоже на 3-й улице. Так, хорошо, что никого нет на улице. Могу спокойно снимать, а то мне бывает неудобно, когда я снимаю. Вот так вот, друзья. Ну, новостройки, все-таки люди еще только строятся, еще не въехали в свои дома. Некоторые, видите, участки совсем даже пустуют. Так что вот как-то так. Так, домов, видите, давно здесь не была. Новых домов понастроено много. Ну, еще не все поселялись. Вот. Видите, в принципе, здесь еще очень мало домов. Даже вот на 3-й этой улице мало, очень мало домов. Так, ну, аптека и магазины от меня недалеко. Буквально 10 минут ходьбы. Но правда, аптека, ветаптека в нашем селе, конечно, чуть-чуть подороже, чем в городе. Но когда покупаешь мало, из-за этого просто даже не стоит ехать в город. Потому что и за билеты, и за проезд, и за время, что ты потратишь, поедешь. В принципе, можно чуть-чуть и переплатить. Ой, все-таки ходить немножко трудновато. Я отвыкла к ходьбе. Какое-то время, недельки 2 походила по вечерам. Но сейчас уже не хожу. Какая-то лодыжка, как видите. Вот такие вот дела. Если помните, осенью я ходила в магазин, этот дом строили. Вот уже построили красивый дом. Люблю я вот такие вот, когда делают тут. Сейчас здесь, правда, квадратная, мне нравится, когда круглые. Ну, выступ от этот комнат. Вот если бы круглая, мне очень нравится. Так, вот почти дошла до магазина. И колбасный цех у нас здесь. Видите, есть и посажены растения. Вы мне все говорите, почему у вас нет растений. Не знаю, ну тут у нас, знаете как, перед дворами нужны парковки все-таки. Обычно у нас, видите, как стоят машины, вот типа такого, чтобы стояли машины, нужны парковки. Так, где-то аптека вот прямо передо мной через дорогу. Мне нужно перебежать через дорогу. Так, через дорогу перебежала. Вот. Наша небольшая аптека, хотя, в принципе, пусть даже чуть дороже, но то, что она есть в селе, это хорошо. Потому что раньше не было возможности купить что-то в селе именно по ветеринарии. Ну все, снимать там. Так, все, с аптеки вышла, и теперь пойду вот этот вот мини-маркет Ольговский. Кое-что. Тут сразу же колбасный цех и готовят очень вкусную колбасу. И коптят очень вкусных кур. Так, вот, друзья, приехала я, отправила такси уже. Купила себе, видите, вот такой вот грабли. Не нужно уже пикировать рассаду кое-какую. Купила себе такие вот грабли.
мы своих найти не смогли, не знаю, куда они делись. Вот в ветаптеке купила такой вот наполнитель для кота, для моего Каспера. А то у меня наполнитель из такой, знаете, из опилок рисованных. Почти все мои комнаты в этих мелких опилочках. Купила другой, просто Еврогим ошибся. Вот ходила я вот, если честно, вот за этой вот штукой. Но, по-моему, вот этой фирмы мне не очень нравится. Ну, посмотрим. Зорьки, которая я, или буренка, я не помню. Но я вот так вспомнила, если бы увидела, какой я пользовалась раньше, то поняла бы. Но это не та фирма. Посмотрим. Зеленочку купила. Вот в хозяйственном магазине купила, значит, грабли, этот грунт. Купила вот такую вот акриловую краску для стен. В кухне надо подкрасить кое-что. Но не пока, надо будет еще немножко. Не было этого там, как его, шпаклевки не было, никак не вспомню. Купила вот таких вот 2 ведра, одно чуть побольше, одно чуть поменьше. И купила здесь нужно гасить. Успею сегодня закашу, нет, так завтра. Все равно пасмурно, холодно. Снег хоть и простаял, друзья, но прохладно очень. Я даже чуть-чуть, по-моему, так зябко мне, короче говоря. Снег утром уже немножечко полежал, но уже растаял. Но все равно дело, конечно, идет к весне. Видите, как у нас пасмурно, тучи. Так, а продукты, кое-что купила из продуктов. Продукты уже, наверное, в комнате. Это, видите, мне здесь еще выкопали яму. Воду перекрывали, надо и здесь закрывать. И надо будет мне вот такую вот желтую щебенку, ну, она желтая, розовая, заказывать летом, потому что уже совсем тонко здесь. Видите, надо будет снова вот эту яму закопать. Хотя я очень просила их здесь не копать, чтобы не было, ну, во дворе, чтобы именно вот этот гравий, чтобы мне галька, гравий, я не знаю, как он называется. Ой, короче, много чего надо делать. Вот, друзья, небольшие покупки из магазина продуктового. Изюм купила, чтобы сделать сегодня сладкий рис. Мармелад и воду алоэ вера купила для мамы. 3 вида круп, пшено, гречка и манка у меня закончилась. Я практически каждое утро варю маме каши, чтобы они ей не надоели, а варю разные. Поэтому 2 вида у меня еще дома было. Купила вот этих разных. Купила томатную пасту и 3 булки хлеба. И вот вся моя покупочка. Ну и вот, друзья, на этом все. Сегодняшний мой влог я закончу, а то будет слишком длинно. Надеюсь, вам со мной интересно. Вы пишете, что вам интересно, что когда я не выхожу, ну, у меня нет ролика, что вы переживаете за меня и что вам приятно. Поэтому вот небольшой кусочек сегодняшнего утра я показала вам. Надеюсь, вам понравилось. Уже скоро пора готовить и обед, и на обеденный намаз. Так что будем, друзья, готовить обед. Ну, на этом все, наверное. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну, вот как-то так.